Добрый вечер. Он играет в театре, много снимается в кино и сериалах. Даже отрицательных героев он делает обаятельными. В каждом находит положительные черты. Сегодня у нас в антракте актер Борис Невзоров. Борис Невзоров – актер театра и кино, режиссер. Окончил школу-студию МХАТ. Сменил несколько театральных труп, но уже 10 лет служит в Малом театре России. В сентябре в Татарском театре имени Галиаскара Камала прошли гастроли труппы с участием Бориса Невзорова. Борис Георгиевич, здравствуйте. В Казань Малый театр привез 3 спектакля, и в том числе премьера «Маскарада» Лермонтова. На ваш взгляд, с какими чувствами зритель уходит с этого спектакля? И вы с какими чувствами его отыгрываете? Я знал, что это написал довольно молодой человек, ему было чуть-чуть за 20 лет. Вот. И мне казалось, ну что там какой-то пацан может знать о высоких человеческих чувствах. Когда вот мы приступили к работе, стало понятно, что, ну, во-первых, это действительно классическое произведение, что этот молодой человек написал нечто для своего времени очень нужное. Тема масок, за которой прячется человеческая сущность. И когда Лермонтов говорит, у маски нет души, ни звания нет, есть тело. И когда вот, спрятавшись за эту маску, в человеке пробуждаются, назовем так, не самые лучшие чувства и страсти, и вот это бурление, которое происходит в человеке, это на сегодняшний день, по-моему, очень актуально, потому что вот как раз вот в нашем очень цветистом и бурлящем всякими событиями мире вот это прятание за маску, за какой-то шаблон человеческой сущности, это довольно распространенное явление. И для меня удивительно, например, даже вот вчера подошла там 2, даже 3 девушки подошли, и одна так выдает одну из них, третью, которая говорит, вот она с самого начала, как начала плакать, и вот до конца спектакля и проплакала. Как вы думаете, почему именно сегодня это происходит? Почему люди прячутся за масками? Вообще этот мир устроен из глобальных масок, потому что что такое... Мне все говорят, ты не любишь интернет. Да я его люблю как средство ну, какой-то информации, получения этой информации. Это здорово, это гениально придумано. Но как средство общения это очень предательская вещь. Это когда люди за маской, придумывая себе определенные образы. Даже анекдоты есть же по этому поводу. Знаете, когда там мужчина с женщиной хотят встретиться, он посылает ей фотографию Брэд Питта, а она ему фотографию Анджелины Джоли, понимаете? А потом, когда встречаются, уже оказывается, что этот урод, это не очень красивая девушка. И вот, прячась за определенными вот этими ширмами, и главный человек ведь сам себя придумывает под эту ширму. И из-за этого очень много трагических ситуаций в жизни. Вот на нашем актерском языке это называется подушечная психология. Знаете почему? Потому что вот вечером, когда артист ложится спать, и когда он кладет голову на подушку, он представляет себя очень гениальным человеком. Да я бы думаю, и любой человек, который говорит, а вот этот мне сказал, а я бы ему ответил вот это, а я бы вот эту роль сыграл так, а я бы вышел так, а тут, а я бы был вот в этом, а мне вот. Но вся трагедия в том, что когда на следующий день ты выходишь на эту сцену, который ставит все на твои места, и на свои места, и что из твоих фантазий и мечт практически ничего не остается, остаешься ты такой, какой ты есть, со своими недостатками, достоинствами. Вот такая подушечная психология сейчас развита в мире, и всегда происходит
я не хочу сказать, что уж совсем колоссальные трагедии, но, тем не менее, нестыковка реальности с тем вымышленным миром, который живет в тебе и питает тебя какими-то надеждами, а сталкиваясь с действительностью, ты понимаешь, что не все так красиво, как ты представлял. Малый театр очень много ездит по России. Выступаете вы на сценах местных театров. А что вы вообще знаете о местных театрах? Может быть, есть какое-то свое впечатление? И как вы думаете, как избежать местечковости вот в этих местных театрах? Ну, во-первых, я хочу сказать какие-то самые добрые, самые замечательные слова людям, которые работают в этих, как вы говорите, местных театрах. Потому что вот я, конечно, поражаюсь их любовью к театру, к тому, чем они занимаются. В общем, при той не очень-то как бы богатой жизни, которую они ведут, но тем не менее как бы любовь и вот это служение своему делу, оно побеждает. И, как правило, когда там узнаешь, а сколько ты получаешь, или что ты там играешь, или какой репертуар, репертуар тоже как бы его сдвигают в сторону такого развлекательного действия, потому что театру надо зарабатывать деньги. Это все понятно, это все. Но, тем не менее, вот я преклоняюсь перед этими людьми, которые этим занимаются. Я бы не говорил о какой-то местечковости. Конечно, есть такой флер недоработанности, немножко недоделанности. Вся ситуация мне очень напоминает работу в наших сериалах, когда надо сделать очень быстро, коротко и много. Удивительно есть работы, удивительно есть ребята, и вот эта творческая мысль бурлит. Вы знаете, творческого человека никогда не убьешь. Вы его в какие условия не ставь, какие трудности ему не придумывай, как зарплату ему не урезай, как, я не знаю, квартиру не давай или еще чего-то там. Вот. Он все равно придумает, отряхнется, пойдет дальше и придумает что-то замечательное. Вот. Поэтому слава тем людям, которые работают вот в таких, отдаленных от центра театрах, которые тоже выполняют свою удивительную миссию ознакомления людей с его величеством театра. Театр, вообще люди, которые любят театр, я считаю, что это особенные люди. Их хотя мало, по статистике их процента 3-4, вот, но тем не менее тот, кто как бы заражен этой бациллой, будь ты на сцене или там в зрительном зале, это люди особые, на мой взгляд. Они не могут ни убить, ни обидеть, или даже если что-то сделают плохое, то будут очень долго мучиться. Как вы считаете, кино и театр сегодня должны идти на поводу у зрителя или, наоборот, формировать вкус? Я все-таки считаю, что в какой-то степени театры вообще, там и театры, и кино, и телевидение, они должны идти на какой-то, хотя бы на полшага впереди определенного процесса, потому что только потакать... это такой сложный процесс, начиная с того, кто пришел в руководство телевидением. Понимаете, вот когда руководят телевидением люди, имевшие большой успех в КВН, это определенно, это совсем другая психология. Такая у нас уже ходит в наше телевидение за последнее время так от комеди-клабили, засатирили, заюморили и еще вдобавок еще от КВНили. Вот. И поэтому вот шлейф вот этого, я думаю, если придут люди, которые более, грубо говоря, образованные и более имеют основательную базу в своем
творчестве, я думаю, может быть, должно что-то измениться. Пока это очень сложно говорить на эту тему. Ваше такое оптимистичное отношение, оно чувствуется и в том, как вы работаете в театре, в частности. Многие отрицательные роли вы сделали привлекательными. Обязательно ли вам в отрицательном герое каждый раз находить какое-то оправдание его действий, его поведения? У каждого человека есть своя правда, и тут никуда не денешься. И чем она правдивее, чем она обаятельнее, тем она... А там уж пусть сам народ решает, прав человек или нет. Ведь давно, так сказать, благими намерениями как бы выслана дорога и даже в сам ад, как говорят. Да оно и в жизни, понимаете, как правило, самые негодяи, они бывают такие порой. Я уж не говорю о женщинах, мужики-то ладно, а у женщины так думаешь, ой-ой-ой, а за этим творится такое, что аж остатки волос становятся дыбом. Вот, поэтому, не знаю, мне нравится так, потому что негодяя играть еще, давай наклеим ему страшный нос, выбьем зубы и все сделаем. Можно так. Ну, на мой взгляд, мне кажется, что это неинтересно. А какие интереснее всего вам роли исполнять? Когда там играешь того же Гоголя, когда играешь того же там Островского, то ты понимаешь, что, оказывается, и 150, и 200 лет назад люди думали точно так же, как думал, и думаешь сейчас ты, и что наши жизни, оказывается, они такие совсем рядышком. То есть вот абсолютно чувствуешь как бы плечом к плечу того человека, который это сделал, а потом так понимаешь, господи, это же было 200 лет назад. А оказывается, вот все так вот. А это удивительное чувство. Чувство как бы жить через одно рукопожатие с теми людьми, которые, в общем, считаются уже классиками. То есть в театре вы все-таки приверженец классики. А что по поводу кино? Вы ходите когда-нибудь в кинотеатры? И вообще, какое кино предпочитаете? Сейчас, к счастью, появляется новая режиссура. Вот я снялся в 2 картинах Юры Быкова, да, в фильме «Майор» и «Дурак». Вот, довольно жесткая сценарная канва там и довольно злые 2 картины. Вот, и мне это очень нравится. То есть появляются люди, которые неравнодушны к сегодняшним процессам. Вот. Ну ладно, я вот буквально тут сегодня ночью как бы пришло утверждение. Сейчас начинается большая работа на телевидении, пока под условным названием «София Палеолог». Это 10-серийная картина. Историческая. Вот, историческая, да. И там вроде меня утвердили на роль такой боярин Мамонов. Это времена Ивана Грозного. Вот такой противовес Грозному. Вот. И его тоже, этот сериал будет снимать очень интересный, на мой взгляд, режиссер. Это Вячеслав Росс. Так что, я думаю, будут процессы углубления и серьезного отношения к тому, что будет появляться на наших экранах. Ну что? Плохо дело упадет, наверное. Даже так? Не знаю, наверное, прав Никитин. Давай людей выводить. А почему вы не хотели, чтобы ваша дочь пошла по вашим стопам и тоже стала актрисой? Ой, какую вы коварную опять тему. Да нет. Понимаете, если у мужчины более-менее у одного из 1000 получается что-то более-менее нормальное, какая-то складывается творческая судьба, то у вас, у женщин, да, то, дай бог, у одной из 10, а может быть даже из 15 тысяч складывается что-то более-менее нормальное. А, как правило,
все это так называемое творчество, оно отбирает и занятость, и семью, и заботу о детях, и заботу о родных, а я как бы родной. Женщине надо идти в творчество, это, ну, хотя бы на 90% быть уверенной, что для этого надо иметь и это, и поддержку, и тут, понимаете, целый набор. Как правило, просто это раньше искали, знаете, в деревнях. Ой, говорит, вот какой интересный человек, ой, какой, да давайте, идите, мы ему поможем. Это сейчас этого нет, сейчас капитализм. Поэтому даже если найдут, говорит, ой, какой интересный, нет, не надо, а то он займет место вот этого, который, с этого можно что-то поиметь, а с этого ты ничего не поимеешь. Поэтому у нас за последнее время не появляются ни Шукшины, ни, я не знаю, там, кто-то, ни Вампиловы, потому что, но я все равно надеюсь на то, что настанет период, когда таланту все-таки начнут помогать. А бездарность, она действительно, она пробьется. Но уже сейчас, мне кажется, что зритель уже начинает понимать, что это, что талант, а что бездарность. Иногда так вот, когда хлопают в зрительном зале, и видишь искренние отношения, и вроде бы мы на сцене не делали там ни ай-яй-яй, ни та-та-та, ни ноги не поднимали, ни какое-то интимное место не показывали. Вот. Просто мы искренне поплакали на сцене. В зрительном зале тоже народ искренне поплакал. Оказывается, это тоже востребовано, оказывается, это тоже нужно. И ты видишь эти горящие глаза и слова благодарности, которые тебе говорят там после этого. То, как так хорошо становится на душе, оказывается, мы еще нужны, оказывается, жизнь еще движется, и все равно добро победит зло. Какие у вас есть семейные традиции? Шашлык на даче. Какой ваш любимый писатель и любимая книга? Достоевский идет. А что больше всего вы цените в людях? Беззащитность. Какое качество в себе больше всего цените, а с чем пытались бороться? Очень упертый. Бороться, не знаю. Никак не брошу курить. Какое ваше главное жизненное правило? Не навреди другому. Я не люблю, когда вокруг меня отрицательная энергетика. Понимаете? Пока я не смогу ее перевести в положительный ряд, я очень некомфортно себя чувствую. Как вы понимаете счастье? Счастье? Ой, это такое маленькое мгновение, которое ждешь. Я думаю, ожидание счастья – это намного перспективнее, чем само счастье. Борис Георгиевич, спасибо вам большое. Пожалуйста. Желаю вам новых ролей и ждем выхода нового сериала «София Палеолог» и других. Тьфу-тьфу-тьфу, как говорит, постучим по деревяшке. Да. Спасибо.